На этой неделе кадры, где агрессивные антиваксеры не дают осуществлять проверку QR-кодов в одном из торговых центров Нижнекамска, облетели все социальные сети и даже послужили темой передачи известного журналиста Владимира Соловьева. Давайте посмотрим вместе. Ничего, проходите, проходите. Мы отменили, конечно, мы здесь власть. А вы знаете, что это уголовная статья еще, 137-я, нарушение неприкосновенности? Проходите, не надо ничего показывать. Мы здесь для этого собрались, чтобы провести вас, чтобы к вам не применяли незаконные вещи. Слушайте, 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. То есть нас делят на классы. Вот и все. Дальше, проходите, не надо ничего показывать, проходите. Проходите, проходите. Самоуправство. То есть антиваксеры вторглись в помещение торгового центра, захватили там, как они говорят, власть. У меня вопрос, а где полиция? Почему после этого этих гражданок бурных тут же не взяли и не отправили на экскурсию в красную зону? Не надо ничего показывать. Не надо, конечно. Ничего тогда, то есть они подменяют собой суд, то есть они считают, что все можно. То есть они теперь, а не суд, определяют, что законно, а что незаконно. Чем они отличаются от навальнят? Где власть? Почему эти люди еще не ответили перед законом? Это вообще как все возможно? То есть это теперь у нас в стране власти нет? То есть конкретно в Нижнекамске, скажите, пожалуйста, а что там руководство полиции отсутствует? Как это вообще понимать? Вот эти взбесившиеся гражданки, захватившие власть, за них что, голосовали? Они подменили с собой все ветви власти. И это что, сходит с рук? Меня это несколько удивляет, скажу я так вежливо. У меня же простой вопрос. А в Нижнекамске как сейчас с заражениями? А сколько людей в красной зоне? Вот эти гражданки, которые вот эту всю хреноту несут, они поработали в красной зоне? Они на кладбище побывали, посмотрели, сколько там конкретно людей, умерших от коронавируса? То есть наша власть теперь играет в поддавки? То есть мы теперь позволяем все? Может, просто с властью проблемы в этом городе, если ее захватывают сумасшедшие женщины? А на мой взгляд, они не сумасшедшие, бесноватые. Мой коллега Владимир Соловьев, конечно, просто на момент эфира не знал, что в Нижнекамске происходит смена власти. И с властью сегодня там все нормально, она появилась. Кстати, к приезду полиции организаторы акции успели испариться, но их установили достаточно быстро и наказали, пока в административном порядке. Они приехали на провокацию в торговый центр Нижнекамска из Набережных Челнов. Я не хочу называть имен этих, как говорит Соловьев, бесноватых людей. Им это только на руку. Я только удивляюсь, что многие пользователи социальных сетей поддержали этих хайпажоров в торговом центре. Друзья мои, кого вы поддерживаете? 30-летняя женщина из Челнов, один из организаторов беспорядков в торговом центре Нижнекамска, привлекалась к административной ответственности более 10 раз, в том числе за занятие проституцией, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, за хулиганство и так далее. Еще один фигурант привлекался за уклонение от прохождения диагностических профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской или социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Специально зачитал полностью. Женщина с пониженной социальной ответственностью и сообщник, возможно, наркоман. Ваши кумиры? Но где ваше естественное для нормального человека чувство брезгливости и чистоплотности? Ну, в самом деле...